Свобода как бы не знает границ. Но тем не менее, идеи здесь распространяются, в том числе демократические идеи. «24 октября 2007 года именно на этом месте, в городе Ош, был хладнокровно убит известный кыргызский журналист Алишер Саипов. И до сих пор не найдены ни заказчики, ни исполнители этого злодеяния. И в нашем журналистском расследовании будут показаны факты и подробности преступления, которые нигде ранее не были опубликованы. Семь поколений рода Саиповых жили у подножия священной горы Сулайман-То. Отец Алишера Аваз Саипов – известный строитель, который участвовал во многих знаковых стройках Кыргызстана, включая знаменитый мост в городе Ош. Аваз, конечно, он специалист высокого класса был. Свое дело он хорошо знал. Все обязанности выполнял в срок, вовремя, объекты вовремя сдавал. И все среди рабочих он имел авторитет. Самый старший из детей Алишер сильно отличался от своих сверстников и служил примером для младших братьев. В каждой семье, наверное, есть какой-нибудь определенный человек, это папа, да, который самое главное решает. И он примерно был такого же уровня, ну, конечно, похож был, и у него была жизнь такая, что он много чего сам добивался, и он что-то новое приносил к нам уже. Bir жолу айткан мага катуу эскертип. Эгерде бир туура эмес жолго киргениңди билсем, мен өзүм сени бир жазалайм дейт болчу да, ушундай немесин. Как улуу катары дайыма акыл кеңешин айтып, туура жол көргөн. Катуу талап коет эле. Мына ушул саатка мага кылып бер. Ушул убактка. Анча-мынча бир бүтпөй кала турган болсо иштер бир мен мынеге шалакылыгымдан деймби, немеден жини келет эле. Сага өзү бирденкени айтып болбойт, убагында кылбайсың дегендей ошондой бир неме. Эми бул характер өзүнүн. Бирок кек сактап андай неме кылбайт эле. Ошол маалда бир от болуп күйүп дегендей кайра эле мурункудай эле мамилени кыла берет эле. Творческая натура Алишера проявилась еще в студенческие годы. Masalan, o'sha paytlarda Qirg'izistonda birinchi bo'lib talabalar teatr studiyasi ochilgan Navnihol men rahbarligimda. Buni rektoratimiz, ayniqsa Bektir Mirzo Ibrohimov janoblari ko'p qo'llaganmiz. Biz ko'p festivallarga borganmiz, Toshkentga, Bishkekka, Andijonga degandek. Alisher doim festivallarda birga bo'lardi. Ошондо художественный самодеятельностька катышкан трое. Ha, shunaqa kichik qahramon obrazlarni jon dili bilan o'ynar edi. Keyin Alisherda dunyoqarash yaxshi edi, fikrlash. Алишер буквально заражал своим бесстрашием окружающих. Alisher bizga aytgan emas, qo'rqmag'lar, men turam degan emas. No, o'sha ofisda Alisher aurasi o'shani haligi qo'rqqan emasligidan bilmayman-da. Bizda hech narsa o'ylagan emas-da. Bizda hech narsadan qo'rqqan emasmiz-da. Mine söylagimiz kelsa söylaganmiz, ne qilgimiz kelsa qilganmiz-da. Endi nizam chekindi, tabii, jurnalist qatori bizda qo'rquv degan hech narsa bo'lgan emas-da o'sha yerda-chi. Алишер не ограничивался журналистской деятельностью. Он активно участвовал в тюльпановой революции 2005 года. Был членом знаковой оппозиционной молодежной организации «Кель-Кель». В то время, на самом деле, очень храбрые люди присоединились, которые не боялись. И если из юга, из Оша, такой человек нашел нас сам и пришел к нам, это значит, он реально был одним из духовитых граждан Кыргызстана, молодежи. Такая эра была, можно сказать, золотая эра именно активистов молодежи Кыргызстана. Тогда интернета же не было, Facebook ничего не было. Вот они через газеты, через это следили, узнали. И такая энергия, 26 лет ему, значит, тогда было. Поэтому для меня он очень активный кыргызский гражданин. Революция 2005 года кардинально изменила политическую жизнь в Кыргызстане. Мы должны были межэтнически тоже сплотиться в Кыргызстане. И то, что такие многие многонациональные представители Кыргызстана тогда в Кель-Кель влились. У нас были русские, также корейцы,
даже представители сексуальных меньшинств тоже такие были. Вот. То есть идея была, и эти люди к нему как магнит притянулись. И Алишер остался для меня очень спокойным, тихим и внимательным парнем, который интересовался теперь вот о новом Кыргызстане, потому что очень сильно вдохновили его 2005 год. Это очень драматические события были. Мне кажется, они с такой вот надеждой пришли, чтобы стать частью этой группы. И я очень вот эту энергию помню. В ту пору, в середине нулевых, авторитарный Узбекистан сильно контрастировал с демократическим Кыргызстаном. А после расстрела митингующих в Андижане прессинг со стороны спецслужб Узбекистана достиг своего апогея. Все западные информагентства из Ташкента были выдворены, местные СМИ выхолощены, цензура стала тотальной. То, что там на него выходили люди, скажем, из узбекских спецслужб, сейчас уже не вспомню из какого ведомства, то, что они предлагали ему вознаграждение за информацию о местонахождении участников андижанских событий, вот, он отверг это в итоге. Вот он мне сам рассказывал вот в то время. Алишер с ними встречался, и по каждому случаю, по каждому вот кейсу, с которым он встречался, он делал такое человеческое лицо, придавал вот этой всей пустой статистике, да, потому что каждый человек — это была своя каждая отдельная трагедия, каждый случай. Ну, Алишер очень смело писал. Не только не только по беженцам из Узбекистана, но и в целом по ситуации в Узбекистане он много писал. Он слишком был активен, как журналист. Мы начнем с андижанских событий 2005 года, потому что он очень активно их освещал. И, в принципе, благодаря ему мир узнал очень много о том, что происходило. Он помогал беженцам, которые перешли границу с Кыргызстаном. И он очень много знал. И он стал уже бельмом в глазу для, вот, скажем, для узбекского руководства, скажем так, для ферганской части узбекского руководства. Вот вы два ключевых события сказали. Это андижанские события. 2 года он это освещал и даже помогал этим людям. Второй момент – это преддверие выборов президента Узбекистана, которые должны были пройти уже вот скоро, в декабре 2007 года. И единственный, получается, человек, который был преградой, это был Алишер, да? Я так понимаю. Ну, один из таких. Понимаете как? Он был единственным в той части Кыргызстана, который это все делал. Вот смотрите, его убрали, после него нет таких. Они знали, в кого они целились. Нет человека, нет проблемы. Все, вот как Алишер погиб, больше таких журналистов нет, как он. Там, если не ошибаюсь, в конце года были какие-то выборы в Узбекистане. И они, вот этот факт, что вот есть такой журналист, связанный с оппозицией, который, значит, официально в Кыргызстане издает, официально невозможно никак на него повлиять, и это идет на территорию Узбекистана, воспринимали как-то, скажем, как повышенную угрозу, хотя я думаю, что эта степень угрозы была очень сильно как бы преувеличена. И я даже слышал такие точки зрения, что если бы, скажем, Алишер в то время, там, до выборов, да, месяца на 2, там, не знаю, уехал куда-то или вот перестал публиковать свое издание, пауза, потом не произошло бы того, что произошло. Алишер знал, что его жизнь находится под угрозой. Сигналы об этом он получал постоянно. За неделю до убийства Алишера ко мне домой кто-то приехал утром. Я вышел, мы с ним поздоровались, и сразу он сказал: скажи Алишеру, чтобы он был осторожным. За ним идет наблюдение. И потом он на улице оглядывался туда-сюда и быстро убежал. Хотя я его имя не знаю, но его несколько раз видел в офисе Алишера. И прямо в ту же минуту я позвонил Алишеру, сказал об этом, чтобы он был осторожным. Алишер мне сказал:
Да, это не только ты мне сказал, и не первый человек. Это мне многие уже говорят. Мухаммад Салих – самый известный оппозиционный деятель Узбекистана той поры, имя которого даже боялись произносить. Но, несмотря на это, Алишер Саипов активно сотрудничал с ним как журналист. Когда он приезжал последний раз в Турцию, он очень был, конечно, немного встревожен, что за ним следят в Уаше и в Бишкеке, куда он не пошел. И даже предупреждали его, чтобы он бросил пропаганду демократии в Узбекистане, и чтобы он не вмешивался в внутренние дела Узбекистана, чтобы он не поддерживал узбекскую оппозицию. И этот человек, который его предупреждал, вот этот человек, этот человек сам мне говорил, Алишер, что он подполковник СМБ Узбекистана. В архиве Алишера есть 3 фотографии, снятые его фотоаппаратом согласно метаданным 17 октября 2007 года в 16 часов 56 минут. На заднем плане явно читаются детали двора семьи Саипов. За неделю до убийства произошла неприятная встреча, которую описал отец Алишера. 17 октября 2007 года директор Узбекского драматического театра имени Бабура у меня дома с 2 неизвестными в моем присутствии угрожал моему сыну Алишеру, что ему плохо будет. С человеком на фотографии Алишер встречался не первый раз. Есть другая фотография от 18 июля 2007 года, где Алишер запечатлен с похожим человеком. Сравнивая эти 2 фотографии, при помощи сайта Betaface обнаруживается сходство почти на 95%. Еще один снимок, это сам мне Алишер давал, он показывал, что он встречался с этими людьми, Алишер там тоже сидит. И посередине вот это вот Алишер, то есть Бахтияр Талипов, который СМБ Узбекистана. Вот они встречались в Стамбуле. Видимо, из-за угроз 18 октября Алишер покупает новые сим-карты и подключает их к роумингу, опасаясь, что по старым номерам, возможно, идет прослушка. За день до убийства в редакцию газеты «Саясат» приходили 2 неизвестных, которых заснял Алишер Саипов. Из метаданных фотографий видно, что съемка велась с фотоаппаратом Алишера 23 октября в 14 часов 15 минут. Кстати, вот тогда мы видели людей, которые ходили около этого дома, около офиса, прям под окнами стояли. И я точно помню одного в спортивке такой, кажется, сине-белая спортивка такая была. Чувак, который там вообще не должен быть, потому что это же жилой дом, да, там офис был просто на 1-м этаже. Вот, и непонятно. И ребята, которые работали с Алишером, они тоже заметили, что стоят какие-то парни непонятные. В день своего убийства Алишер Саипов выглядел непривычно. Алишер никогда не носил костюмы. Ну, я редко его видела в костюме, и что-то в тот день он пришел в костюме. Такой, я такая говорю, как мы по-узбекски говорим, тынчлимы, все в порядке? Типа, что-то костюм-то одел? Нет, я решил, что я уже взрослею, мне надо по-взрослому одеваться. Я такая, думаю, вечно ходил в своей вот этой вот рубашке такой, ну, не спортивной, а такой, типа, полушерт. Окей. Настроениесі жақсы емес эле да. Кандайдыр бир башкача болчу. Анан эмне болду? Менеге настроениең жок деп сүйлөсөм, ошол кезде залда, общий залда көп баягы айткан адамдарым бар болчу да. Өзбекстандан келген адамдар. Ошолорду эмне деп сүйлөдү? Алар эмнени пландаштырды? Же болбосо Алишерге эмнени айтты? Же эмне болду билбейм. Ну, ошолорду карап айтты. Ошолорду деп настроениясы жок экенин бир сөз менен айтты да, эми багы көрсөтүп. Дополнительное напряжение Алишеру создавали и постоянные телефонные звонки. Были какие-то звонки, и Алишер был немного напряженный, потому что он сказал до этого, говорил, что ему звонят, и его предупредил кто-то из местного службы национальной безопасности, вот, Ошской, что на него готовится покушение.
И он сказал об этом. Я говорю, а что мы ничего не делаем, как бы надо что-то делать. Да, не, такое часто бывает, часто звонят. Окей. В этот день Алишеру 2 раза звонили с узбекского сотового номера. В телефонной книге, которую вел Алишер в своем компьютере, этот номер подписан как Бахтияр Ака, Ташкент. В 6-м томе уголовного дела по убийству Алишера Саипова есть фотография человека, подписанная тем же именем. Эта фотография сделана в доме Алишера, о которой мы рассказывали ранее. Единственный человек, который был рядом с Алишером в момент убийства, Игбол Мирсаитов, на тот момент эксперт Института стратегических исследований при президенте Кыргызской республики. Интервью по этому поводу он никому не дает. Я извиняюсь, приношу свои извинения, я никому не давал. Наверное, не вы первый, не вы последний, кто просит. Ну и его родственники просили, я никому не даю, извините. Это сугубо мое личное, может быть, я и не прав, но перед Богом отвечу. В уголовном деле есть подробные показания Игбола Мирсаитова. Примерно в 19 часов мы вышли из офиса и направились в сторону дома быта. Остановились на перекрестке рядом с мусорным баком. Мы ждали такси. Когда я повернулся к нему, то заметил, что из темноты от пешеходного тротуара вышел человек и выстрелил в Алишера. Алишер вскрикнул. После этого человек направил пистолет на меня. Я развернулся и побежал в противоположную сторону дороги. После того, как заметил, что стрелявший человек скрылся в темноте, я побежал на остановку дома быта звонить в милицию. После звонка я прибежал к Алишеру. Видя, что рядом с ним никого нет, я развернулся и опять побежал звонить в скорую помощь. Далее я позвонил своему другу Бакыту и уехал вместе с ним. Сделаем промежуточные выводы. Убийство происходит в центре города Ош в людном месте в час пик, когда еще достаточно светло. Деньги, фотоаппарат, сотовый телефон убийцы не интересует. То есть это не ограбление, а демонстративный акт устрашения. При этом убийца без маски и, следовательно, не боится быть опознанным. Это же профессиональное убийство, все правильно сделано. Сначала в ногу, потом в голову. А где был в это время Игбол? Почему его никто не убил? Почему вы даже не ранили? Почему за ним никто не побежал? Он был свидетелем, он же видел этого человека в лицо. Значит, если ты видишь убийцу в лицо, вторая вещь, которую должен сделать убийца, он тебя тоже должен убить, потому что ты же его сдашь. А с ним ничего не произошло. Из свидетельских показаний Игбола следует, что с места убийства его увез некий Бакыт, но материалы его допроса в деле отсутствуют. И, наконец, самые важные 2 часа после убийства Игбол Мирсаитов проводит в Ошском управлении ГКНБ. Что там происходило, никто не знает. Еще один вопрос. Почему единственного свидетеля в СНБ сначала забрали, а не к вам, не в МВД на допрос? Это вопрос не для меня. Дело в том, что вчера вечером один из свидетелей, главных свидетелей, это который был рядом с Алишером Саиповым, он в течение 2 часов находился в этом здании, но никаких комментариев по этому поводу никто не дает. И вот мы сейчас хотим потребовать, чтобы прокомментировали визит свидетеля в это управление и на какой стадии сегодня находится дело. «5 декабря 2007 года МВД Кыргызстана дает пресс-конференцию с тенденциозным и однобоким освещением фактов. Биздин гражданин болуп, находясь биздин территорияда, чужой государствоны критиковать этип, ошолордун баягы немелерин тиги саясатына келишкен да. Офисинен көптөгөн файлдар табылды, листовкалар табылды, андан сырткары жанагы счеттор табылып атат, жана $6,000, $20,000, $40,000 деген счеттор табылып атат да. Через Демирбанк он получал эти деньги. Вот. А $46,000 он чекте жазып койгон да, чекте жазып бергенге успели деп алган. Также Мелис Турганбаев заявил, что в офисе была найдена сумка с агитационными материалами. На основании этого Алишера обвиняют в попытке вмешательства во внутренние дела Узбекистана. Что касается буклетов, которые я передавал через Шахиду Тулагановой, они были, если я не забыл, для узбекских наших друзей, которые бы использовали в выборах. Это было в преддверии президентских выборов в Узбекистане. Ситуация была достаточно накаленная, и таким образом я взяла эти стикеры,
они должны были быть переправлены в Узбекистан через границу для распространения там. Ну, и мы посмотрели эти стикеры, ничего криминального тоже у них нет. Это вот кетцин по-кыргызскому так, ну, уже Да, пора, кетцин. типа Да. шалгет с казахского, если переводить. Примерно вот такой смысл был. Но понятно, что в Узбекистане такие стикеры нигде произвести нельзя. Это был вот единственный канал, да, я так понимаю? Да, единственный канал, это была единственная граница, через которую это можно было сделать, честно говоря, потому что люди едут туда-сюда, и к родственникам, и это тиджарат, да, бизнес, там все такое, и вполне спокойно можно было это все переправить в Узбекистан. И это в основном происходило через Карасуйский рынок, да, я так понимаю? Да. Таким же образом отправляли мы эту Сиасат в Узбекистан. Затем МВД распространяет пресс-релиз аналогичного содержания, где утверждается, что Алишер Саипов поддерживал тесные связи с религиозными экстремистами узбекской оппозиции и получал деньги от американцев. Все это намеренно смешивается в одну кучу, чтобы у аудитории сложилось негативное впечатление об Алишере Саипове. Разберем каждое из приведенных утверждений. Непонятно почему, то есть уже на ранней стадии расследования МВД Кыргызстана вот выпустил вот этот материал на своем сайте, где была явно видна попытка дискредитировать Алишера. То есть они еще ничего не расследовали, но им уже не нравилось, что о нем писали в позитивном ключе. И вот тот стиль подачи материалов и те факты, которые вот оперировали вот в этих публикациях МВД, они очень, ну так, для тех, кто вот плотно этой темой занимается, там явно был виден узбекский след. Сотрудники милиции Аша, которые тесно работали с Алишером до его гибели, не верят в его связи с экстремистами. Алишерді жақыннан таныған ағасы кесіптеш қатары кесе белгілеп айта аламын. Ал ешқандай террористік ұйымдарға қатышы жоқ. Болгону журналист катары ошолордон интервью алып, ошолордун ишмердүүлүгүнө кызыгып, эмне себептен ошондой жолго баратканын түшүнүү максатында журналист катары барып интервью алган да. Бул ар бир ошол кадамында биз менен келип кеңешип, ушул жака кетип атам, ал жакта коопсуздук чаралары кандай болот деп мындай макулдашчу да. Мен ойлойм, алгачкы тергөө жүрүшүндө кандайдыр бир ошол материалдардан топтоодо бир кемчилик кеткен болуш керек депчи. Себеби ал кезде ар кандай версиялар болгон да. Анан биринчи эле кезде чындыгында бул Алишерди террорист уюмдар менен байланыш деп ошондой версия жактан убакытты кетирип койду да. Бул жерде такыр башка маселе болчу. Ал жерде алгач башталганда бир 10га жакын версия менен иш баштаганда, ошонун эң бир басымдуулугу ошол адабиятын таап алгандан эле ошол башка жактан кылмышкерлер башка жактан издеп калды да. Эң бир себеби ошол. Обратим внимание на то, что начальник управления милиции Турганбаев связывает в одно целое литературу запрещенной организации и некие чеки, которые на самом деле были получены от Национального фонда демократии США, за счет чего и финансировалась официально зарегистрированная газета Саипова «Саясат». Во-первых, по поводу чеков. Их не надо было искать. Они все лежали на полу в его кабинете, потому что он должен был сделать отчет. На это уже просил. Это во-первых. Во-вторых, о существовании каких-то буклетов Хизбут Тахрир я ничего не знаю. Я их не видела в офисе. Кстати, я делала репортаж про них для британского телеканала Channel 4. Я приезжала, это было в сентябре того же года, и Алишер помогал нам, он был местным продюсером, и мы как раз сделали репортаж про Хизбут Тахрир. То, что в качестве профессионального того самого ничего страшного в этом нет. Журналист, он встречается с совершенно разными людьми, да? Он берет интервью у совершенно абсолютно разных людей, в том числе он может брать интервью у преступника, это не запрещено, да? Журналист — это его работа, доводить до общества информацию, да, которая имеет такой общественный интерес. И обвинять журналиста в том, что вот он с кем-то встречался, мне кажется, это абсурдно абсолютно. И, конечно, например, материал Хизбут Тахрир — это, в принципе, организация, настроенная, мягко говоря, очень критически в отношении Соединенных Штатов, поэтому вот соединять
там и Салиха, и Хизбут Тахрир, и НЭТ в единый какой-то международный заговор, это просто вот, ну, только на больную голову может человек такие вещи делать. МВД Кыргызстана утверждает, что журналист якобы в апреле или в мае 2007 года в Иране встретился с лидером ИДУ Тахиром Юлдашем, и якобы от него он регулярно получал денежные вознаграждения. А на самом деле в обоих случаях он встречался не с террористами, скрывающимися по поддельным документам, а с узбекскими мигрантами, в прошлом связанными с ИДУ, которые были признаны мандатными беженцами УВКБ ООН. Они все имели бумаги от представительства ВКБ в Иране. Я не знаю, сейчас есть там это представительство или нет, но то, что в те годы оно было, и те люди, которые в прошлом были связаны с ИДУ, они туда обращались. Вот. Но, естественно, если не было, да, они получали как бы вот документы. Ну, это такой транзитный город, где была определенная узбекская диаспора, и были люди, ушедшие из ИДУ, которые разочаровались в ИДУ, они как бы ушли оттуда, но они не имели возможности куда-то дальше уехать. Вот они как бы зависали здесь. К тому же в 2005 году Алишер ездил в Иран вместе с тем же экспертом Института стратегических исследований при президенте Кыргызской республики Игболом Мирсаитовым, в сфере интересов которого было изучение экстремизма и радикализма. И по результатам этой поездки у них вышла совместная статья на сайте Фергана.ру. Что должна делать милиция, если совершено убийство? Перекрывать город, искать преступников по горячим следам, объявляя план перехват, перекрывая выходы из города. А что же делает следствие? Следственное поручение проверить списки пересекавших границу подается лишь через 2,5 месяца после убийства. На что ожский филиал аэропорта Манас ответил, что не имеет камер видеонаблюдения. А пограничная служба пограничного пункта Достук автодорожный ответила, что осуществляет контроль только тех, кто вызывает подозрения. К тому же предоставленном списке пересекавших кыргызско-узбекскую границу 24 октября в день убийства не было ни одного гражданина Узбекистана. Также выяснилось, что на пограничном посту Карасу регистрация граждан почему-то не осуществлялась. Кылмыш болгон күндөн тартып эле иликтөө иштерин жүргүзгөн орган кызматкерлери кылмышкерлердин фотороботун түзүшкөн. Учурда табылган сүрөт менен фоторобот окшош чыкты. Мелик Тургунбаевдин айтуусунда бул адамдар Кыргызстандын жарандары болушу мүмкүн эмес. Первоначальные свидетели по делу Елена Пак и Джаныбек Парпиев, которых опрашивали на следующий день после убийства, видели двоих разбегавшихся в разные стороны людей, один из которых был одет в желтый свитер. Их лиц они не различили. 5 декабря 2007 года на пресс-конференции Тургунбаев демонстрирует фотографию основных подозреваемых в убийстве Алишера Саипова. Это размытое фото в профиль двух человек в спортивных костюмах. Также он показывает фоторобот предполагаемого убийцы. Рисунок карандашом один в один похож на человека с фотографией. Складывается впечатление, что фоторобот просто срисовали с этого фото. Однако, внимание, в уголовном деле нет показаний, с чьих слов составлялся так называемый фоторобот. Также нет информации, кто и когда сделал этот снимок. Поэтому непонятно, как человек с фотографией неизвестного происхождения становится главным подозреваемым в убийстве. И откуда у Мелиса Тургунбаева уверена, что подозреваемый в убийстве не граждане Кыргызстана. Позже, 12 декабря, в интервью газете «Дело номер» Тургунбаев утверждает, что фото было сделано за день до убийства одним из сотрудников соседнего офиса. Но никакого упоминания автора фото и его допроса в деле попросту нет. Другой примечательный факт. Правозащитник Иззатюлло Рахматуллаев рассказал, что вечером за полчаса до убийства Алишера к нему поступил звонок от Насира Закира, жителя Намангана. Вечером, когда я домой пришел, где-то в 18:40, мне позвонил вот этот гражданин Узбекистана. И говорит, вы слышали, говорит, что Алишер Саипова, говорит, застрелили. А я думал, это шутка. Ну так, пошутил, в общем, 2 минуты. Я говорю, не в курсе. Разве, говорю, так можно шутить? И, в общем, положил трубку. Где-то через 40 минут, больше полчаса, значит, мне позвонил, значит, корреспондент газеты «Азатлык»
И говорит, вот Алишера Саипова, значит, застрелили. На следующий день нас, журналистов и правозащитников, те, кто имел контакт с Алишером Саиповым, всех пригласили в МРУ. Следователь всех расспрашивал, как, что. А потом как-то там говорили, что время смерти где-то 19:05 или 10. И тут меня голову ударило. Думаю, интересно, как же так? Человек мне звонит, значит, 20 минут до убийства. И после этого, в общем, у меня были сомнения, я рассказал следователю. Он тут же, значит, сотрудника отправил в офис Билайн, принесли распечатку, а там в распечатке была, значит, звонок. 18:40 точно, 2 минуты мы разговаривали. И, значит, еще раз подтвердили мои подозрения, что вот этот человек чем-то вот связан с этой происшествием. Несмотря на очевидную важность, в деле эта информация никак не отражена. Нет протоколов допросов ни самого Иззатилло, ни звонившего ему человека. Хотя позже Носир Закир заявлял, что знает имя убийцы. Более того, следователи проигнорировали и требования прокуратуры установить владельцу узбекских телефонных номеров, с которых поступали звонки на телефон Алишера Саипова. Никаких запросов в правоохранительный орган Узбекистана так и не было отправлено. Я находился в Бишкеке, ко мне пришел сотрудник, встретились мы с сотрудником одной международной организации, и он сказал, что вот у него была встреча с сотрудником спецслужб Кыргызстана, который ездил в Наманган, и там ему как бы в неофициальном порядке сказали, что была проведена операция в отношении Алишера, был использован термин «оперативное устранение», если не ошибаюсь. Вот. Ну и вот объяснена вот эта связь с выборами. И он по возвращении в Бишкек написал рапорт на имя руководства ГКНБ. Ну и вот где-то в архивах Кыргызстана этот рапорт есть. Вряд ли он есть в уголовном деле. Убийцу по горячим следам так и не находят. Дело повисает в воздухе. Коллеги-журналисты, гражданское общество и международные организации продолжают требовать раскрыть громкое преступление. Наконец, через 1,5 года, в феврале 2009-го, задерживают некого Абдуфарита Расулова, бывшего работника милиции. Сообщают, что в его машине обнаружены наркотики, так и пистолет, из которого предположительно был убит Алишер Саипов. Абдуфарита Расулова признает стрелявшим и единственный свидетель убийства Игбол Мирсаитов. Однако в суде он так и не появляется. При этом сам отец Алишера доказывает в суде, что человека подставили, сделали крайним и сломали его жизнь. И сам Расулов считает, что его подставили. Uyda yotuvdim. Soat 1:30 kecha o'naklarmidi, yomg'ir yog'ayotgan edi. Darvoza taqilladi. Men kim deyishga qaraychi yugurib chiqsam, mani bitta qora jip bor ekan, shunga 3-4 kishi bor ekan, bolalarni shu sразу mashina tiqtirib, qo'l oyog'ini bo'ylab olib ketdilar. O'shga bordi, o'shga. Mashinam darvozaxonada. Keyin bilsam, mashinani shu 01 mashinachani olib boribdilar. Mashinani darvozaxonada edi, kaliti shu nimada rulda edi, nimada joyida edi. Однако в деле описано, что Абдуфарита Расулова задержали на выезде из села Арка в Баткене в автомашине 2101, изъяли пистолет Макарова и почти 17 килограмм гашиша. При этом присутствие понятых в деле никак не обозначено. Shu men qildim deb mo'yniga olib deb qiynagan. Qiynadida endi ularni aytishni nimasi qo'ying. Hozir battar bo'laman deb oyoqlarni nerv o'ladi вообще. Men yotib qolaman. Necha marta aytdilar, mo'yniga olib sразу qo'yib yuboraman deb ham aytdilar. Milislar sразу qo'yib yuboramiz. Bo'yniga oldi, qo'l qo'yib berman, otdim dedi. Qo'yib yuboramiz ham deyishdi. Ko'p narsa bo'ldi-da. Yo'q, nima qilmagan ishim nima. И действительно, спустя 3 года Абдуфарита Расулова выпускают из тюрьмы на основании решения Верховного суда.
Выстрел в Алишера – это выстрел в свободную и независимую журналистику всей Ферганской долины. Он стал огромным ударом по свободе слова во всей Центральной Азии. Заказчики этого убийства ставили перед собой цель не только избавиться от неугодного им человека, но и посеять страх среди его коллег-журналистов. Жаш журналист боламын дегендерди биз окутуп, тарбиялап келаткан болчубуз. Алар уже жок, журналистикадан чыкты. Мен өзүм деле мисалы үчүн бир канча жыл уже журналистика менен алектенген жокмун да. Себеби бир жагы Алишерди жоготуу, экинчи жагы мен деле ошондой болуп каламбы деген коркуу болду. Алишер — это единственный человек, о котором я слышала, что он вот настолько свободно писал. После я особо сильно не встречала, не видела такого человека. Также события 2010 года очень сильно повлияли. Например, в моей нынешней ситуации тоже, как я активистка выступаю, на марши выхожу, или же там во всяких событиях в штабах помогаю, волонтерю. И мне всегда говорят, почему таких как бы ошских узбеков очень-очень мало. Потому что часто бывает то, что у нас всего лишь 2-3 человека, которые занимаются таким активизмом. В 2019 году МВД возобновило дело по убийству Алишера Саипова. Однако спустя 3 года дело вновь было закрыто с формулировкой по причине невозможности поиска и установления обвиняемых в смерти журналиста. Shu davlatda o'zini qiziqchiligi bo'lgani uchun bu ishda shuni topishmadi deb o'ylayman men. Topmagani menga og'ir bo'lyapti. Qotilni topsa, jazolasa, ozgina bo'lsa ham bir qalblarimiz orom olardi. Otasi shuni orqasidan sotma-sot yurib, haqiqatda ochiqqa chiqishini kutib o'tib ketdi. Topilmadi endi shu mahalgacha. Я всегда говорю, вот реальные изменения в Узбекистане, я поверю, начнутся тогда, когда откроется заново дело об андижанских событиях и будут наказаны те, кто стрелял и отдавал приказ стрелять в этих людей, и убийство Алишера Саипова. И этого не происходит. Я считаю, что это два события, которые переплетены друг с другом. И пока этого не будет, никаких реальных изменений, никаких либерального Узбекистана мы не увидим. Потому что, да, идут какие-то реформы, немножко послабления там, но как сидело КГБ, СНБ, так и сидит. Понимаете? И ковырять. И все мы знаем, что если сейчас откроются эти файлы, ведь полетят те люди, которые сейчас у власти. Президент Мирзиёев был тогда премьер-министром. Не забудем этого слова. Несколько людей, которые до сих пор в правительстве, они были в правительстве. То есть должны их головы полететь. Они же сами под себя веревку на стул под собой же не уберут. Поэтому там все так. Я не думаю, что что-то они сделают. Это уголовное дело ведется почти 16 лет. И остается надежда, что озвученные в журналистском расследовании факты наконец помогут найти реальных заказчиков и исполнителей этого жестокого и циничного преступления.